запись включена, да? А эту ты штуку тоже включил, да? Внизу, которая... Все работает, да? Так, ну что? Бери тряпка. Что такое удмуртская тоска? Почему удмуртская? Почему тоска? К чему она ведет? И дальше там вопросы будут. Ну, тут два момента. Вообще, откуда это пошло? Есть одна поэтесса удмуртская, и, как сказать, удмуртская, она из Ижевска, в общем. Саша, слушай меня, я с тобой разговариваю. Да. Вот. И у нее есть такое выражение «Удмуртия святая». Оно мне очень запомнилось, и я как бы впервые подумала, что Удмуртия — это не только Ижевский, какая-то такая... Ну, все хотят свалить отсюда, как бы. Вот. Не секрет, ну не все, но... Я мысль понимаю, да. Вот, то есть молодежь особенно, они такие: я хочу в Питер, я хочу в Казань, там, Екатеринбург, Москва. Вот, а Удмуртия, даже слышится как бы, ну так, что Удмуртия, вообще какая-то глушь деревня, вот. И тут я как бы впервые услышала, что это какой-то глубокий оттенок для меня очень, вот эта фраза принесла: Удмуртия святая, это место, в котором я живу, это место, ну как бы оно взрастило меня, сделало тем, кто я есть. Я как-то по-другому вообще, в принципе, начала относиться просто после одной вот этой фразы, не знаю, как-то меня перевернула. Вот. Есть еще одно выражение «русская тоска». Оно описано очень многими писателями, типа Достоевский, Толстой. То есть вот эта русская душа, русская тоска. Как бы, ну, у многих это на слуху и, ну, в литературе в основном. Вот. И я как-то так соединила два этих понятия. Вот. То есть Удмуртия в плане того, что это место силы для меня, но это место и такой как бы тихой серой грусти, которая присутствует вообще, в принципе, во всех людях, но в этом месте особенно. Вот. И это было про Удмуртию, да? Вот. И тоска как стремление человека к чему-то большему, к высшему. То есть не то, что там человек сидит с бутылкой водки, и у него какие-то такие... И тоскует. Мысли приземленные, да. А в смысле тоска как метод, наоборот, поднятия, да? Да. То есть тоска как дырка в каждом из нас размером с Бога. Вот, Ого! Да. Ничего, у тебя замашки. Нормально, классно. Ну вот, как-то так. Классно. Я могу выстраивать даже без постоянного коллектива, то есть приглашая просто разных людей. То есть это максимальная вообще свобода. Ты ни от кого не зависишь, вообще ни от кого. Только я, моя голова и там парочка людей, которых я пригласила на один раз. Никаких проблем. Я сказала: сыграй мне это, чувак сыграл, ушел. Все, конец. Вот. Ну, единственное, что нужно найти звукача хорошего и все это свести потом. Вот, и таким образом появилась идея создания вот такого как бы, ну, мозаики такой. Ну, то есть ты там единоличный лидер. В удмуртской тоске, получается, ты как бы и царь, и бог, и жнец, и на дуде, и грец. Ну, блин, вот тут тоже начинается как бы раздвоение немножко, потому что у меня есть удмуртская тоска, с которой мы пытаемся играть живые проекты, вот там снова коллектив. Вот, и опять эти проблемы начинаются. Вот, и удмуртская тоска как электронный проект, который я фигачу вот полностью сама, то есть приглашаю людей. Вот ну вот электронный проект точно выстреливает, классно. Ты лидер проекта. Это
лидер проекта, как бы тебе приходится быть лидером, или все-таки в душе ты такая, типа, люблю власть? Ну, я старший ребенок в семье. Так, то есть ты привыкла командовать, да? Я думаю, это у меня есть, да. Ага. Тяжело, их же вопрос, тяжело быть лидером? Тяжело. Тяжело. В чем проблема? Наорал же на людей, они испугались и все сделали. Так вот как бы в том-то и дело, что, да, наорал на людей, они сказали, да пошла ты как бы вообще по другой коллектив. То есть ты не за физическое воздействие, да? Можешь приложить кому-нибудь, если что? Нет. Ну, серьезно? Ну, нет, тогда я тебе советую научиться. Если ты хочешь быть лидером проекта, особенно с музыкантами, надо учиться сразу. Взял, приложил, короче, люди начали работать. Отлично. Мне прям захотелось прочувствовать, насколько громко я могу кричать вообще так-то в песнях. Класс. Вот, и я поняла, что я хочу что-то потяжелее, с барабанами, с электрической гитарой. Как бы, в принципе, мне нравится такая более пожестче музыка. Вот, и вот таким образом. Отличный, как раз переход сейчас получится. Оттуда же вопрос. Давай. Про жестче музыку. А вообще на какой музыке воспитывалась? Моя любимая группа System of a Down. Прям, я люблю все их песни. Теперь, то есть System of Down и такой план Z такой. То есть внутри я люблю. И вчера с гитарой. Ты планируешь как бы вот через план Z все-таки дойти до System of Down, но уже ты там будешь, да? Ну, видишь, мне пришлось другой создать проект, потому что из план Z не получится System of a Down. Я понял, да. Ну почему? Можно попробовать, в принципе, эксперименты. Но дух-то ведь там все равно вот такой. То есть это не такие сопливые девчачьи песни там про любовь, а все равно немножечко агрессия там присутствует. Да, я бы сказал, присутствует, да. Блин, это очень глубокий вопрос. Тут столько много сразу всего можно рассказать. Давай. Давай. Да. Просто не нравится другая женщина? Нет. Такой момент, что у нас общество хоть и становится сейчас такое более феминистичное, что женщины выходят на первый план, вот, но даже вот это понятие, что женщины начали выходить на первый план, то есть имеется в виду, что когда-то это было не так. Вот, то есть когда-то они были не то, что не на первом плане, а как бы какие-то проблемы были с этим, да. Вот, то есть было общество патриархальное, как я себе это представляю. Вот, и если взять, просто посмотреть историю, хоть музыкальную, хоть литературу, хоть что, выдающиеся, ну вот, как бы все сферы занимают мужчины. Вот, самые крутые группы, мужские группы музыкальные, там, писатели все самые офигенные мужчины. Все время мужчины. Вот. И как бы женщины, они даже, ну, насчет писательниц, вот я знаю, что они себе придумывают мужские псевдонимы, чтобы их начали просто адекватно воспринимать. Я понял тебя, да, понимаю. Макс Фрай, например. Да, например. Да. Вот. То есть проблема есть такая. И вот в таком мужском мире женщину обычно воспринимают как, ну, по внешнему виду, короче. Вот. Ну, это нормально. Мужчины любят глазами, как бы это все абсолютно адекватно. Вот. А слепые мужчины чем любят? Извини. Блин, тяжело им приходится слепым мужчинам. Вот, и, короче, мне надо довести эту мысль до конца. Извини. Вот, и женщина воспринимается, как бы оценивается сразу, исходя из ее внешности. Вот, если мы про патриархат. Я тебя понимаю, да, пока. Вот, и, соответственно, другие женщины смотрят на этих женщин как на соперниц. Шлюха. Вот. Ну да, ты типа на тебя посмотрели не потому, что у тебя голос офигенный, а там потому, что у тебя сиськи больше, грубо говоря. Вот. Ну, то есть это одна из вот таких теорий, она очень сложная, как бы, но я думаю, доля назовем ее биологической есть. теорией. Да, биологической. Подходит такое название? Ну, может быть, да. хорошо. Так, второй вариант какой? Блин. А какой был вопрос?
С электронным проектом ведь легче уехать. В смысле, не уехать навсегда из Удмуртии, а просто легче проехать. Легче ведь? Не пробовал ты? Легче уехать? Легче уехать на гастроли. Нет, я еще... Вот ты об этом не задумывалась, да? Я задумывалась, конечно, об этом. Когда я ощутила как бы эту полную свободу, что я могу просто себе минус включить и одна на сцене выступать, как бы, конечно, я думала об этом. Вот. Но у меня, во-первых, физически пока просто не хватает столько минусов, чтобы на полноценный концерт хватило. Вот. И вообще, я не знаю, время такое сейчас, что, мне кажется, через YouTube и через вот эти все интернет гораздо проще всего достичь через концерт, чем через концерты и поездки. Хотя, конечно, они очень интересны, просто потому что вдохновляют. То есть ты, ну ладно. Например, вы сняли какое-нибудь видео? Есть у вас видео на YouTube? Ну, такие И себе. сколько там просмотров? Ну, как бы да, это уже другой вопрос. Вот, кстати, это очень важный вопрос, потому что как бы интернет, он дает всем такую очень классную демократию. И если ты реально классный чувак, то ты разлетишься, и как бы люди будут друг другу пересылать, и просмотры, они появятся. Вот. А если у тебя нет просмотров, ну, значит, извини, как бы ты не дотягиваешь еще до того уровня, чтобы сарафанное радио сработало. Вот. И я себе это как бы, ну, так... Как бы эта мысль меня отрезвляет. То есть, если нет просмотров, значит, мне нужно стараться еще больше. А может, проще вложить деньги в просмотры, и просмотры увеличатся? Может Ты не быть. думаешь, что интернет — это такая же коммерция на самом-то деле? Может И мы, кстати, вот сейчас я хотел подойти к этому вопросу. То есть то, что ты описываешь сейчас, является интересными размышлениями, глубинными там, сопереживаниями, но проект все-таки изначально задумался как коммерческий или как просто все-таки для души? Задумывался как для души, да. Как для души. Да, но вот сейчас я понимаю, что он, в принципе, звучит неплохо и может состояться как коммерческий проект. То есть тебе придется вкладываться в просмотры? Придется. Да, придется вкладываться в ноты и вообще в минус, да. Опиши идеальный видеоклип удмуртской тоски. Это зима, и я брожу по снегу, и вокруг лес. Слушай, прямо вот Да. я тебе хотел идею подарить, только там еще должны гореть гитары на елках, горящие гитары должны быть, да. Саша, да, я себе так это и видела. Вот, например, я хочу на индейцев снять клип обязательно. И я прям себе это вижу, что в лесу как бы горят такие огоньки, ну, как бы где-то вдалеке, типа как охота на волков. Вот, и такие, я, например, в роли индейца и кто-нибудь еще, вот, и мы как бы убегаем от этих огней в лесу. В лес убегаете или в город? В поле. В поле. Я бы тебе предложил убежать в город, а камера такая идет, а за тобой следов нет. Хорошо, мы это можем обсудить с тобой. Классно. Так, и такой же второй вопрос. Идеальное место для концерта? Вот я просто объясню. Я обожаю, когда сцены деревянные. Вот эти в ДК театрах бывают. То есть я просто очень люблю деревянные сцены. Я не знаю, почему, мне очень нравится там. Идеальное место для концертов — это заброшенный храм где-нибудь в России. Вот я прям реально очень хочу, и мы с Женей Мальцевой, вот у нас как раз тоже с ней совместный проект. Какой? Ну, она рисует, А, я пишу музыку, и мы вместе это соединяем, потом накладываем. я видел, я понял, да, я В понял, о общем, чем. вот. Мгм. И вот, и у нас с ней возникла такая идея, по-моему, это она ее предложила, что прям в храме ее картина, храм заброшенный, и мы играем музыку. Те драки. Первый творческий кризис у меня случился, когда я замуж вышла. Я тогда потом 3 года, наверное, я вообще практически ничего не делала. Но это как-то вот, видимо, быт очень сильно влияет, когда уходишь в быт, и там начинаются носки, сковородки, и все, забываешь там про музыку. Ну, то есть она оставалась во мне, но прям так активно я не занималась. Вот, а потом прям кризис-кризис. Сейчас он у меня по большей части связан с привязкой к людям. То есть я начинаю привязываться в коллективе к определенным людям, и мне очень сложно отказываться от людей, там какие-то границы выставлять, условия четкие, что-то требовать. Вот. И в итоге я очень прям паникую, как, что. Вот. И если у меня не получается договориться с человеком,
я очень сильно переживаю и ухожу тоже в ничего не делание. Но меня как раз вот начинает спасать то, что я уже могу сама. Вот, поэтому кризисов этих меньше становится. Мне люди, опять-таки, помогают и выходить из этих кризисов. Вот, то есть у меня есть парочка людей, которые меня прям настраивают, они мне помогают. И вот при помощи людей сама бы я не смогла, наверное, сама по себе. Это очень сложно. То есть ты можешь все-таки в тоску уйти? Да, очень я склонна к самокопанию, к мрачным мыслям. Я поняла, что самая крутая вещь — это жизненный опыт других людей или твой личный, собственный. Вот. То, что я сама прожила, и я 100% знаю, что вот это так работает. И я себя увидела в определенной ситуации, и я поняла, что я так реагирую и уже могу от себя ожидать в другой раз чего-то подобного или не ожидать. Не утешай меня, я сорвалась с места. Мне не догнать себя, не остановиться. Пока грудь высока, будет интересно. Спящая невеста, глупая невеста. И не хватает сил, не во что одеться. Была пушистая, нынче стала биться. Кто-то вошел вперед и не оставил места. Тили-тили тесто, дохлая невеста.